Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия Reflections on History. Роковая потеря. Жизнь его нередко висела на волоске. На него готовили покушения, были попытки выкрасть, но Кенисары везло. Словно заговоренный на своем скакуне, он бросался в самую гущу битвы. Уже в детстве Кенисары отличался очень своенравным характером. Почему его и, в общем-то, назвали-то Кене? Кене это переводится как клещ. Сердца его соучастников бились безграничную, до самоотвержения преданностью к своему предводителю. Кенисары умел быть достойным повелителем своих дружин. Духу, которым были одушевлены его шайки, позавидовал бы любой полководец европейских войск. Да, человек этот был личностью выдающейся, и нет сомнения, что при других условиях из него вышел бы недюжинный государственный деятель. Неуловимый, отважный, наводящий ужас. Враги не скупятся на эпитеты. Его везение объясняют мистикой, слагают легенды. Одна из них о роковой потере, после которой удача навсегда покинула мятежного хана. Он никогда не отступал, он принимал бой. И в этих боях он никогда не был побежден. У нас в музее есть бой Тумар, найденный Аминой Даулетой возле пещеры Кенисары хана. Он часто скрывался вот именно в этой пещере, и как-то вот как это место было настолько мистическим. Глава 1. У подножия тайны. В эту ночь в пещере среди гор задумался Кенисары хан о судьбе своего народа. Шум автострады и суета курортных будней осталось где-то за сосновой стеной. Южный берег Аулие-Коля. Протоптанная сотнями туристов дорожка у подножия тайны. Обычная скала, коих в местных окрестностях десятки, своих секретов с первого взгляда никак не выдает. И вот мы уже поднялись к нашей легендарной скале пещеры Кенисары хана. Площадка удобная для обзора и зовущая в свои прохладные объятия пещера. Сколько раз он преклонял голову, слишком низкий вход, попадая в убежище, предложенное самой природой. Здесь разжигали очаг, потому что, видите, здесь специально наверху отверстие, чтобы дым выходил из пещеры, чтобы люди не задохнулись здесь. В прохладную погоду здесь тепло задерживается, а когда на улице зной и жара, в этой пещере всегда прохладно. Долгие годы в бегах. Первое упоминание об участии Кенисары в рядах повстанческих отрядов относится к 1825 году. Сначала под руководством отца, потом движение возглавил старший брат. Часто меняющиеся маршруты – Каканское ханство, урочище Улытау, Сырдарьинские земли, Бурабай, где каждый камень знаком. Здесь находился Жайляу, и здесь родился и провел детские годы Кенисары хан. Протаренной веками тропинкой, стирая ноги, Амина Апай тоже часто поднималась сюда. Чтобы в памяти человеческой не стерлась эта история, делилась собранной информацией с приезжающими. Эстафету памяти передала по наследству. По легенде, это место хан со своими верными сарбазами использовал не только в качестве убежища. Кенисары-Унгиры. Пещера Кенисары была еще и наблюдательным пунктом, рассказывает внучка Амины Турсынбаевой. Вы говорили, что если в этой пещере разжечь костер, то его видно на том берегу? Да, правильно. На том берегу видно, что в пещере полыхает костер, что здесь кто-то находится. Тайные огненные знаки позволяли посвященным узнать расстановку сил в регионе. Военно-полевая и агентурная разведка у мятежников была организована отлично.
Кенесары вовремя нападал, уничтожал, и вот этот полководец, сейчас уже его хан Кеней поднимает. Он, во-первых, страх нагонял, солдаты скрывались в этот самый крепостях. Почему? Потому что у него работала разведка. Я сразу как разведчик говорю. Он прекрасно знал обстановку, его не могли поймать. Когда, вот, допустим, царские войска совершенно не ожидали нападения и были в таком вот спокойном состоянии, войска, отряды Кенесары, как бури налетали, образовывалась свалка, там война, рукопашная, и очень быстро они исчезали. На степь готовится очередное наступление, донесли лазутчики. Хан тут же засобирался в родные земли. После инаугурации Кенесары в Улытау прошел всего год. Многое за это время поменялось. И в Казахском ханстве, и за его пределами. 1842 год. Новый генерал-губернатор. Новая политика. Никаких переговоров. Хрупкое двухлетнее перемирие было нарушено. Возможно, именно к этому времени относится таинственная история с роковой потерей. О том, что хан действительно вернулся, сохранились донесения российских чиновников. Передо мной письмо командира Оренбургского корпуса Обручева генерал-губернатору Горчакову о нападении Касымова с 5000-ным отрядом на Оренбургскую линию, о сожжении им Екатеринбургской станицы, о мерах, предпринятых для охраны населения и о командировании с линии отрядов для преследования Кенесары. Он вообще здесь один был, Кенесары? Или нет? Со своим братом Наурызбай-Батыром. Они укрывались здесь от сотниковских войск. Карательные отряды Сотникова, посланные на поимку Кенесары, напали на ханские аулы, захватили в плен его жену Кунимжан, увели с собой людей и угнали скот. Если забраться на самую вершину скалы, где находится пещера Кенесары, то можно обнаружить здесь вот такой камень, а в нем углубление, как будто бы здесь, в этом углублении, когда-то очень давно жгли костер. Может быть, еду готовили, может быть, сигналы подавали, может быть, просто грелись. Местность с этой точки неплохо просматривается, так что, может, именно где-то здесь и сидели в карауле мятежный хан или его соратники, зорко оглядывая окрестности. Глава 2. Загадочный Бойтумар. Омск – архив. Здесь хранится большинство донесений, связанных с именем Кенесары. В нашем архиве есть материалы, которые даже мы, архивисты, не скажем, что они изучены. Вот тот же самый фонд военно-походной канцелярии Сибирского корпуса. И пока никаких упоминаний ни в этом, ни в каком-либо другом архиве об особом ханском амулете не найдено, только устное предание. Мы иногда находим такие находки, что понимаем, что в этих материалах еще очень много таинственного, неразгаданного, непрочтенного, не найденного. Кенесары окончательно стал похож на волка, да еще потерявшего свой выводок. К тому же он чуял, не мог не чуять своим волчьим сердцем неотвратимо приближающийся конец. А об этом говорило все. Прямой уже отказ в поддержке со стороны некоторых родовых вождей среднего и младшего жузов, откачевка из подвластных ему земель ряда аулов, участившиеся налеты карательных отрядов. Кенесары старался отогнать тяжелые мысли. Сдаваться на милость судьбы он не собирался. Она сама стала отворачиваться. Окидывая в очередной раз взглядом местные красоты, он даже себе боялся признаться, что вряд ли увидит снова легендарные вершины Синегорья. Скоро он покинет родину навсегда. Рассказывала школьникам эту историю Амина Апай. 1997 год. Лето. Она очень с любовью и трепетом рассказывала. Она все жестикулировала руками. И вот когда она вот это показывала, она уходила полностью в историю. И был такой момент, что у нее с руки слетел перстень, ее кольцо. Увлеченная, она заметила потерю уже у подножия приюта Кенесары. Вернулась без особой надежды. Пещера небольшая только с виду. По площади она равна 8-канатной юрте и покрыта пылью веков по щиколотку. Стали искать.
Я, говорю, как-то где-то, теперь-то я не помню, а в общем-то среди земли это я нашла что-то твердое. Вытащила, посмотрела, а там талисман. Тут же забыла о кольце. То, что амулет хоть и очень простенький, но совсем непростой, поняла сразу. Испещренный древними знаками Бойтумар мог принадлежать самому Кинисары. В преданиях остались упоминания, что у мятежного хана был особый талисман, подаренный матерью. Он приносил ему удачу в боях, уберегал его от насильственной смерти. В каждой легенде нередко есть большая доля правды, уверены историки. Очевидно, его мать подарила, может быть, этот амулет. Издревле считалось, что потеря оберега, за которым стоит сила и мощь всего рода, не может пройти бесследно. Глава 3. Говорящие знаки. Этот камень может и заговорить, когда расшифруют изображенные на нем знаки, пришедшие из глубин тысячелетий. Волнистая линия, водный знак, треугольник и чем-то напоминающая флаг фигура. Принято считать, что квадрат – это земледелец. Это поле, это начало какого-то организованного пространства. Человека, делающего дело. Вот. Треугольник – это начало всех начал. Это в том числе и женский символ треугольник. Один из самых древних и загадочных символов – треугольник был связан с магией оберега. Сами знаки расположены тоже, конечно, не случайно, но более полную информацию узнать еще только предстоит. На обратной стороне амулета изображены стрела и лук. Возможно, этот амулет был амулетом охотника, так как известно, что Наурызбай Батыр и Кинисары хан, они были охотниками, они были очень такими меткими стрелками. Еще одна версия прочтения. На каменном Бойтумаре выбиты символы некоторых казахских родов. Скорее всего, этот амулет был такой родовой. Опять же, согласно легендам, над семьей Кинисары давлело проклятие. Якобы его отец Касым убил священного верблюда, что считался защитником Бурабая, в честь которого край назвали. В злой рок легко поверить. Касым, его старшие сыновья, погибли в самом расцвете сил. И лишь Кинисары, благодаря талисману, долгое время избегал ловушек судьбы. И после, действительно, того, как он потерял амулет, Кинисара стал терять свои позиции и был вынужден вообще откочевать, так сказать, на полуостров, на Балхаше, Камал, да, и затем уже в Семиречье прибыл. Трагическая легенда и реальность. Проклятие обрушилось на мятежного Кинисары со всей силой. За его голову объявлена награда в 3000 рублей, а саду Ак-мечети пришлось снять из-за эпидемии холеры. Двухлетний джут подкосил население, которое устало от постоянных войн. Вчерашние сторонники покидали лагерь хана. Болезнь, усталость всеобщая. А когда Кинисар сам болел, был даже слух о том, что он умер якобы. Но Кинисара, когда болел, дал зарок, что если он поправится, то он распустит свое войско. Он так и сделал. Когда он поправился, он дал свободу всем своим войскам, всем своим сторонникам, и многие покинули войско и отправились в свои аулы, на свои земли. 25 лет он отдал этой борьбе. Потерял многих близких, было много ошибок и с его стороны кровавых, непростительных. Но никто не сможет назвать его побежденным. Эпилог. Оберег родной земли. И смерть, и жизнь его, несмотря на обилие документов, прочитанных и еще неизвестных, полна тайн. Экспертиза амулета пока не проводилась, но вряд ли наука ответит на вопрос, действительно ли потеря талисмана изменила судьбу последнего хана. Впрочем, мало Кинисары заботился о своей судьбе.
О судьбе своего народа печалился он. В легендах, мыслях он до сих пор где-то рядом. Неупокоенный дух мятежного правителя, словно сам ставший оберегом родной земли.